Достаточно тех историй, которые я знаю. И я уверена, что есть куча всего, которое просто скрывается, и потому что об этом стыдно говорить, потому что это неправильно как-то об этом говорить и делиться. Проблема домашнего насилия актуальна не только в нашей стране, но и во всем мире. Только разница в том, что у нас она почему-то отрицается. А отрицается в основном мужским населением нашего общества. Домашнее насилие – это там, где оно проявляется, оно страшное, оно жуткое. Ну, часто встречаются. Есть прям дерутся, бьют, там запрещают открытым текстом. А есть такие психологические мужчины, которые вроде все для жены делают, а на самом деле она находится в такой золотой клетке и ничего не может. Но это очень распространенное явление. Я сам не сталкивался с домашним насилием, но страна маленькая, слухи расходятся быстро. И не секрет, что это довольно частые случаи. Очень сложно оценить, насколько она масштабна, потому что это как бы очень локальные точки. И у нас есть свойство не рассказывать о таких историях. Мне кажется, очень сложно оценить масштабы такой проблемы, как домашнее насилие, особенно когда у нас нет механизмов, с помощью которых мы узнаем, с помощью которых мы собираем такую информацию. Можно судить только о каких-то случаях, которые мы слышали сами, или по каким-то исследованиям, которые проводили другие люди. Я знаю, что вот Ассоциация женщин Абхазии проводила исследования по домашнему насилию, что ООН «Женщины» проводили исследования по домашнему насилию. Здесь, насколько я знаю, масштабы достаточно большие. Но в любом случае всем понятно, что не все, кто с этой проблемой сталкивался, готовы сказать, что они сталкивались с ней. Лично я не слышал, что как-то регулируется эта проблема. Насколько мне известно, государство никак не заинтересовано в этой проблеме. Лишь только благодаря гражданским активистам у нас есть хоть какая-то информация о том, что вообще происходит с домашним насилием и какой есть прогресс. Да? Есть колл-центры какие-то, которые тоже все существуют только благодаря силам и желанию гражданского общества делать что-то в этой сфере. Даже когда вот бывают драки в семьях, вызывают там полицию. Полиция, это бытовуха, мы не будем вмешиваться. Это семейное, мы не имеем права, мол, вмешиваться. Наоборот. А вот за границей, я знаю, там позвонишь в полицию, там все в порядке будет. И я считаю, что нужен. Закон о домашнем насилии, безусловно, нужен. Понятно, что это только первый шаг, но если мы не сделаем первого шага, то мы не сделаем никаких шагов. Нужно принять закон, нужно выработать механизмы, согласно которым он будет работать. Нужно найти какие-то инструменты, которые помогут нам эту проблему решить, потому что люди страдают. Нужно инициировать. К сожалению, наверное, бывают ситуации, когда родня не может повлиять на эту ситуацию. Такое может быть вполне, и этот закон, конечно, для защиты граждан, в первую очередь для защиты будущего молодого, здорового населения, это, видимо, необходимо, я думаю. Так что... Ну, хотелось бы, чтобы он что-то поменял, хотя отношусь скептически. Эти проблемы решаются внутри семьи. Есть в социуме потребность говорить об этом, да, делать что-то в эту сторону и так далее. Насколько сам закон будет функционировать, это уже вопрос большой, потому что все-таки такие вещи, они больше морального аспекта, как мне думается. И если это не идет от себя, не идет от семьи, от тех же, как бы это банально не звучало, там, Апсвара и других устоев, к сожалению, конкретно просто законом тяжело это регулировать, потому что я думаю, что нам нужно вот возвращать наш вот этот вот духовный потенциал, и тогда эти вопросы просто уйдут на нет. Ну, я не знаю, будет ли он работать, я думаю, что необходим. Вообще во всех цивилизованных странах есть этот закон о домашнем насилии, и, конечно, его нужно принимать.